Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, я всех вас сердечно хочу поблагодарить за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, кто именно сейчас, в этот самый момент, хотел бы быть рядом с вами. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто именно сейчас, в этот самый момент, хочет быть рядом со мной. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, девочки, а у вас есть страстно, тайно влюбленный в вас человек. Я вижу девушку, у которой есть мужчина, муж, возлюбленный, и есть еще один интересный паренек, который любит и молчит. Ой, как интересно. Так. Смотрите, что интересно. Вот кто у меня замужем? Кто у меня замужем, кто у меня в браке? Ваш муж, вот вы сейчас думаете, ой, про мужа скажет. А нет, не скажу про мужа, не скажу. Потому что ваш муж, он от вас сейчас отдыхает. Вы бы ему позвонили, да и узнали, о чем он там делает, чем он там занимается. Вот у него вот мысли вашего возлюбленного, да, у вашего супруга, что, ой, как хорошо, что сейчас ее нет рядом, да, чем-то он занимается, что-то он делает. Но кто-то действительно от семейной жизни немножечко подустал, думает, фух, ну выдохну, там, посплю, посижу, там, попукаю, пиво попью. А кто-то действительно занят каким-то делом. Может быть, он у вас, ну, я не знаю, да, там, в карты играет, пошел по каким-то злачным местам. Ну, отдыхает человек, просто отдыхает и расслабляется. Вам он может говорить, что я там, ой, так работаю, боже мой, голова кипит, а сам, девочки, отдыхает. Поэтому лучше позвоните, узнайте, расспросите, ну или проследите, да, чем он там занимается, когда вы не вместе. Явно от вас отдыхает. Хотел бы быть в эту минуту с вами, да, ну что вы, не-не-не. Ему нужно время для себя, для каких-то своих, он там, видите, как отдыхалок, занятий или непонятно каких-то дел. Здесь, конечно, лучше проследить и узнать, разузнать, да, чем он там занимается, когда вас нет рядом. А вот этот паренек, он за вами наблюдает, он за вами уже давно наблюдает. Вы вот как кроссы делаете, да, какие-то у вас перекрестки общие с этим человеком. Вы не постоянно, но периодически где-то с ним вот как встречаетесь, сталкиваетесь, одними и теми же дорогами ходите, там транспорт, может быть, паркуетесь рядом, либо в одном и том же басе ездите, там в метро. Где-то он вас видит. Он иногда даже выходит специально, чтобы, ну, вот в надежде, да, что он вас может увидеть. Если вы замужем, он не подойдет, он будет наблюдать, и так может длиться просто годами. Вы для него уж слишком какая-то божественная, гениальная. Ну и опять же таки, да, человек любит, и человек думает, господи, ну вот что, я приду, разобью ее семью, а если она счастлива, а если у нее все хорошо в жизни, как я могу это сделать? Не могу. Но человек о вас постоянно думает и постоянно о вас мечтает. Девчонки, у которых нет мужа, нет мужчины рядом, вот этот тайный поклонник, он сейчас в каком-то положении, ну бедственном, да, назовем это так. То есть нет денег, нет работы, в кармане там мышь повесилась. Вот, он не станет к вам подходить, потому что он не может вам ничего предложить, потому что вы для него, ну, действительно мечта, звезда. И надо денег, он думает об этом, вы для него стимул. И знаете, девчонки, вот у кого-то отыграется 100%, что мужчина будет за вами наблюдать, он будет пытаться, да, жар руками грести, вот на любую работу будет идти, любым делом заниматься.
и зарабатывать. Зарабатывать, чтобы иметь возможность к вам подойти, познакомиться, пригласить вас в хорошее, шикарное место. Вот так вот, мои хорошие. Есть человечек, которому вы неравнодушны. Кстати, у вас было уже несколько раз ощущение, что кто-то вам сверлит спину глазом. Это был он. Он за вами смотрит, он о вас думает, он на вас просто молится. Молится человек, да? Настолько вы, ну вот, понимаете, настолько вы необычная, настолько вы прекрасная, ну вот как муза для этого человека идете. Так, интересно. Здесь у меня еще вышла какая-то женщина, которая очень плохо. Женщина, которая, ну я не знаю, то ли она страдает, то ли болеет, то ли какие-то большие неприятности у этой женщины. Может быть, она вам подруга, может быть, родственница. Вот эта женщина, она думает о вас. И знаете, как думает? Вот думает, вот если бы она была со мной рядом, она бы и совет бы мне хороший дала, и поддержала бы меня, и мне бы было и проще, и веселее. Вот так думает. Очень бы ей хотелось, чтобы вы сейчас вот прям были вместе, рядом, чтобы она могла на вас опереться. Да, вы понимаете, вы в ее глазах очень продвинутый человек, человек, который умеет решать любые абсолютно проблемы, и человек, который жизнерадостный, да, вы можете поддержать, очень хорошо умеете поддержать. Вот она о вас думает. Возможно, вы понимаете, о ком я говорю, возможно, вы все знаете, вы с этой женщиной общаетесь, но ей бы хотелось, чтобы вы вот прям рядом находились, были вместе. Дальше, мои милые. Ну, вот здесь вышел какой-то человек очень жадный, вот такой вот прям, знаете, полный, жадный, пухляж такой вышел. Любит деньги. Я так понимаю, что он как начальник какой-то выходит. Может быть, это какой-то бывший ваш начальник. Мужчина такой вот, любит материться. Такой вот как-то неприятный, очень неприятный человек. О вас думает очень часто и прямо сейчас тоже думает. Очень хотел бы, чтобы вы как были его сотрудницей, да, чтобы вы у него работали. Он вас как с кем-то сравнивает. Знаете, как думает, ой, почему она не осталась, да, почему она здесь не работает? Вот сейчас вот все так плохо, а мне столько денег приходится тратить, да, на, там, например, вашу работу 2 человека выполняют, либо 1, но очень некачественно. И он как потери несет. И он, когда вот эти денежки свои считает, он всегда о вас вспоминает. Думает, боже, ну что я ее не держал? Надо было ей зарплату повысить в 2 раза, в 3 раза, в 10 раз повысить, да, потому что она стоит 10. Вот что он думает. Может быть, вы на пенсию вышли, да, а ваш этот начальник все вспоминает о вас, думает, ой, где же она? Она так хорошо работала. Да. Вы, кстати, очень действительно замечательный сотрудник, вы профессионал. Вы, ну, просто экстра класс, вы с душой, понимаете, вот что самое главное, творчески и с душой работаете. И ручки у вас из правильного места, золотые. Так, кто еще хотел бы быть рядом с вами прямо сейчас? Ну, у кого-то детки идут, у кого-то детки, может быть, ваши детки сейчас находятся, не знаю, у бабушки, в саду, в школе. Кто-то вот прям из детей о вас думает, хотел бы быть рядом. Тут какое-то воспоминание детское. Не знаю, то ли вы книжку читаете, то ли вы вместе что-то делаете, просто сидите, телевизор смотрите. Вот хочется быть с вами. Вот прям, ну, душа ребенка, да, маму хочу с мамой, хочу к маме. Либо если смотрит меня мужчина, может быть, вы в разводе, может быть, вы крайне редко с детьми видитесь, там разные причины есть, да, может быть, у вас работа, живете вы в разных городах, может быть, женщина не совсем сговорчивая, ваша бывшая, но вот ваш ребенок о вас думает, вспоминает, и прям именно сейчас, вот прям какое-то яркое воспоминание, хотелось бы вернуться в те дни, вот, чтобы с вами рядом быть, развлекаться, там, улыбаться, смеяться, вот это вижу. Грустно, когда детки переживают, это всегда очень грустно. Так. Кто еще хотел бы быть рядом с вами именно сейчас, в этот самый момент?
Так, девочки, девочки, которые уже у меня через тяжелый брак прошли. Здесь выходит какой-то ваш бывший. Бывший, который сердце очень сильно вам разбил. И смотрите, какая история. Вы уже давно не вместе. Вы от него пострадали, он вам сердце разбил. Скорее всего, как перебежчик, да? Либо к другой женщине ушел, либо, в принципе, вы развелись, там не сошлись. Но он с какой-то другой женщиной был. И та другая женщина, она поступила с ним точно так же, как он с вами, даже хуже. Она не только разбила ему сердце, но еще и нож, вы видите, как ему в спину вставила. И вот это произошло буквально, может быть, там недавно совсем. Недавно. И вот до него начало доходить, что это же мне, говорит, прилетел бумеранг за то, что я обидел мою бывшую жену. Вот, стало доходить. И вот буквально, да, может быть, там с утра, да, либо там ночь всю напролет он там пил и думал о том, что он сделал плохо. Не то, чтобы он хотел с вами быть, он хотел бы с вами поговорить, он хотел бы вам, распокаяться, да, он хотел бы раскаяться в своем поступке, выпросить ваше прощение. На самом деле ему очень хочется вам сказать, что он теперь все понимает. Он все это прочувствовал на собственной шкуре. Как это больно, как это страшно и как это невозможно принять, когда тебе разбивают сердце, когда от тебя вытирают ноги, да, и плюют тебе в душу. Вот он теперь это все понимает. И он хотел бы вам в этом, как говорится, признаться, об этом поговорить, и, конечно же, выпросить у вас прощения, если это возможно. Какой-то бывший мужчина. Вы давно уже как-то не виделись, не общались. Может быть, вы знаете, что у него неприятности, а может быть, и, как говорится, ни сном, ни духом. Но он думал, причем прям такой у него порыв был, да, все бросьте к вам. Вот прям про это поговорить и попросить прощения. Так. Вот смотрите, у кого-то еще отыграется какой-то коллектив, люди, несколько человек, там 5, 10, вот такой вот. Может быть и большой коллектив, но в этом коллективе 5-10 человек, а вас какую-то беседу вели, либо ведут вот прямо сейчас, в этот самый момент. Вас очень хвалят и вас хотят, я не знаю, то ли с чем-то поздравить, то ли что-то вам подарить, что-то для вас сделать, может быть, чем-то вам помочь. То есть люди собрались для того, чтобы поговорить о вас. Но разговор очень теплый, положительный. И эмоции такие вот прям, знаете, помочь, сделать что-то, подарить подарок хороший. Вот если у вас день рождения скоро, то люди думают, вот что мы ей подарим, вот чтобы она порадовалась, чтобы это была нужная вещь, там, полезная, ценная, чтобы показать, выразить наши чувства к ней. Если у вас неприятности, то эти люди вот собрались и думают, вот как помочь, что кто может сделать, там, может быть, деньгами скинуться, какими-то там вещами, да, что мы можем сделать, как мы можем помочь. То есть вас именно сейчас вот кто-то обсуждает с очень такими благими мыслями, да, с хорошими, добрыми словами, вот чтобы вы понимали. Если у вас краснеют щечки, да, ушки немножечко пекут, вот поверьте, о вас говорят. Но этот разговор, он хороший, он добрый, он положительный. Так, кто вот недавно икал, либо даже какой-то вот, знаете, мигрень могла быть, живот что-то там крутило, мутило, да, какие-то ощущения были неприятные у вас, какой-то дискомфорт вы испытывали. В вашем окружении, вот совсем где-то рядом с вами, по соседству, на работе, может даже вот там среди родственников, женщина прямо о вас думает, вот и день и ночь думает, из головы вас не упускает. Она хотела бы вас, я не знаю, как наказать чем-то. То есть она негатив к вам испытывает очень серьезный. Смотрите, даже у меня вот как икота пошла. Она хотела бы вас как опорочить, вот, какие-то сплетни о вас запустить. Она хотела с кем-то поговорить о вас
и какие-то гадости про вас рассказать. Вот что она хотела. Но у нее не получилось. Да? Этот человек либо слушать не стал, либо, ну, в принципе, да, там как-то не срослось, не встретилось. Вот, знайте, эта женщина, она прям молнией ваш адрес спускает. Она вот думает о вас и думает очень плохо. Не могу сказать, что прям сейчас думает. Она вас вот сегодня прям думала, что-то хотела про вас сказать, но не получилось. Она вот к вашему образу постоянно возвращается и обращается с такой, вот, знаете, вот прям обидой, с гневом, с ненавистью даже кому-то отыграется. Вы возьмите, если есть водичка у вас святая, умойтесь этой водичкой. Если святой водички нету, приготовьте сами. Возьмите просто водичку чистую, прочитайте на нее трижды «Отче наш» и умойтесь. Умойтесь. Вот это хорошо будет. Если есть возможность, сделайте себе чистку. Чистку, да, любую. Хотя бы солевую сделайте чистку. Потому что от этой женщины прям вот как летит вот эта вот грязь летит от нее. Негатив идет очень серьезный. Да. Есть недоброжелательница у вас. Прям такая злая на вас. Ох. Почиститесь, мои хорошие. Вам это не повредит. Ну, времени, ну, совсем чуть-чуть займет. Но пользу принесет. Пользу принесет. Это хорошо. Может быть, сон вам неприятный снился сегодня. Вас как могли предупреждать. Там снилась грязная вода, кошки вам могли сниться. Крошки хлебные, куры, гуси, вот эта вот птица могла сниться. Вот это все негатив, сплетни, разговоры за вашей спиной. Нехорошая женщина, какая-то неадекватная. Вот, почему-то прям на вас, вот прям готова так рвать, растерзать. Сделайте, как я сказала. Поверьте, вреда не будет, а польза будет колоссальная. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.